Сосногорский хор ветеранов отметил свое 30-летие. Мероприятие, посвященное этому событию, прошло на минувшей неделе в городском доме культуры «Горизонт». Открыли вечер виновники торжества. Когда стоишь у самого обрыва, от песни жизнь во много раз светлее, и счастье было, не промчалось мимо. Поет наш хор о жизни, о судьбе, о юности далекой и тревожной, поет о русской доле, о земле, и жить без этих песен невозможно. Вот уже 3 десятилетия этот коллектив находится в творческом полете, неся, что называется, в массы истинно народные песенные традиции. За высокий исполнительский уровень в далеком 95-м году хору было присвоено почетное звание «Народный». За это время хор успел завоевать любовь не только сосногорцев. Его участники нашли своих поклонников в каждом населенном пункте района, во многих городах Республики Коми. Поэтому в день юбилея особые слова благодарности звучали от депутатского корпуса, членов партии «Единая Россия» и районных властей. Я сегодня от всего сердца, от всей души поздравляю вас с вашим замечательным юбилеем, столь значимой датой, вашим 30-летием. Хочу пожелать вам, конечно же, в первую очередь крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, творческого долголетия. И, как тут уже прозвучало, будьте всегда молоды в душе. Основателем, творческим вдохновителем и одновременно хормейстером является Станислав Пахтушкин, почетный житель Сосногорска, заслуженный работник культуры России и Республики Коми. Слава и популярность коллектива состоялась в первую очередь благодаря его неуемной энергии, трудолюбию и таланту. Добрая половина песен из репертуара хора вышла из-под пера Пахтушкина-поэта, Пахтушкина-композитора. Станислав Иванович является примером для нас, кто помоложе его, примером для молодого поколения. Сам Станислав Иванович, певец нашего Сосногорска, нашего северного края. Я счастлив, что живу с ним в одном городе, понимаете? У нас есть много талантливых людей, но вот так воспеть Сосногорск, Ижму, реку нашу, все. Пока таких нет у нас. Дружба, любовь, любовь к семье, своей земле, родине, патриотизм. Вот основные темы их песен, таких доступных, понятных и трогательных, находящих живой отклик в сердцах слушателей. Они частые гости у нас в Совете ветеранов. Мы всегда после официального мероприятия остаемся с ними и поем попурри. В хоре занимаются люди старшего поколения. Несмотря на свой возраст, энтузиазма, напора, иронии и юмора участникам хора не занимать. Их энергии завидуют даже молодые. Это наше все, потому что мы равняемся на это поколение. Конечно, мы не всегда можем им быть соперниками, потому что мы ни здоровьем так не наделены, ни жизненным оптимизмом. Они прошли достойный жизненный путь, они отстроили страну после войны. И все это делали с песней, как и сегодня с радостью дарят свое творчество сосногорцам. Среди поздравляющих было много молодежи. Начинающие артисты спешили не только выразить слова восхищения, но и сказать о том, что ветераны во многом являются для них примером. А в подарок, конечно же, лучшие номера. В составе хора есть свои старожилы, те, кто стоял у истоков, с кого начинается творческий путь коллектива. 30 лет прошли с хором плечо к плечу Мария Порфирьева и Раиса Варнакова. Более 20 лет посвятили хору Ольга Ковбаса, Людмила Мышкина и Мария Будина. В этом Доме культуры я пою с 60-го года. Это уже 57 лет. И, конечно, для меня самодеятельность – это вторая жизнь. Без нее просто невозможно. Бывают какие-то плохое настроение, бывает болезнь, но не прийти на хор никак нельзя. А отсюда уходишь уже совершенно в другом настроении. Уже попел здесь, можно попеть и дома. Поэтому вот это 30-летие, я думаю, что это знаменательное событие. Не каждый коллектив доживает до такой даты. Несмотря на почтенный возраст, эти талантливые люди полны оптимизма и обширных планов на дальнейшую творческую деятельность. Это истинные любители, преданные творчеству, настоящие труженики сцены. Каждым своим выступлением они от всего сердца дарят радость людям. Россия моя, Россия, любовь и надежда и грусть моя.
праздничном вечере виновников торжества и зрителей радовали другие, не менее талантливые коллективы Сосногорского района. Это давние соратники по творческому цеху ансамбль «Надежда», хор украинской песни «Мрия», ансамбль коми-песни «Зильзёль» и многие другие. Много теплых слов было сказано в этот день в зале, но чаще всего звучали пожелания крепкого здоровья ветеранам, творческого задора, дальнейшего процветания и новых песен. И дальнейших успехов в воспевании нашей Родины. Много новых песен, чтобы у него было, стихов. Новых песен, творческих побед. Крепкого здоровья, долголетия творческого, долголетия жизненного, благополучия в семьях. И чтобы песня звучала над Сосногорском в исполнении хора ветеранов и Станислава Пахтушкина. Более 350 нарушений правил дорожного движения выявлено в Сосногорске районе на минувшей неделе. Всего же с 15 по 21 января произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и одно ДТП, в котором 2 человека получили телесные повреждения и 1 человек скончался до прибытия скорой помощи. Жители Сосногорска определились с названием городского бассейна. Новый объект получил название Аюва в честь одноименной реки. Напомним, свои варианты на конкурс сосногорцы начали присылать с начала января. Организаторам поступило более сотни вариантов. В итоге на общем голосовании было выставлено 9 имен. Среди более чем 2500 голосов первое место получило название Аюва. За нее проголосовало 755 человек. На втором месте Олимпик – 509 голосов. На третьем Бриз. За него отдало свой голос 414 человек. Спортсмены из Сосногорска приняли участие в чемпионате и первенстве Коми по лыжным гонкам. Старты прошли на минувшей неделе на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. В индивидуальной гонке классическим стилем у девушек на дистанции 10 километров отличились Екатерина Кармаза и Карина Грибова. У них золото и серебро соответственно. Среди юниоров на этой же дистанции серебро завоевала Юлия Черненко. В командном зачете в рамках первенства среди юношей и девушек Сосногорск на 3-м месте. В течение всей недели территория Республики Коми продолжит оставаться под влиянием антициклона. По прогнозу синоптиков, в начале недели во власти непогоды окажется большая часть региона. Ожидаются снегопады и метели. Ночные температуры будут в пределах -15, -20 градусов. Местами столбик термометра опустится ниже 30 градусов. Днем будет теплее -8, -15. Уже в эту среду, 24 января, в Сосногорске стартует открытый республиканский турнир по хоккею в рамках всероссийского проекта «Золотая шайба». Игры пройдут в Ледовом дворце «Звездный» и соберут лучшие команды из 7 муниципалитетов Республики Коми. Для нас уже практически ежегодное мероприятие, когда мы встречаем гостей со всей республики. Значит, возрастная категория – это 2003 и 2004 года рождения и 2005 и 2006. То есть эти ребята поборются за выход в полуфинал вот этого самого турнира. Стоит отметить, что эти соревнования будут проходить также в зачет 19-й Коми-республиканской спартакиады учащихся образовательных организаций. Соревнования очень важные, потому что популяризация такого спорта, как хоккей с шайбой. У нас замечательные площадки, позволяющие проводить соревнования различных уровней. У нас подготовленные дети, поэтому мы не сомневаемся в победе наших ребят. Победитель турнира будет представлять наш регион уже на этапе северо-запада. А в субботу Сосногорск принимает республиканское первенство по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет. Среди участников более сотни спортсменов из 9 муниципалитетов региона. Соревнования серьезные, уровень серьезный. Спортсмены у нас подготовлены достойно. Мы ожидаем очень много команд, тоже со всей республики. Это свыше 120 человек. Поэтому мы также приглашаем жителей посмотреть красивые бои, посмотреть на наших ребят, на наших юных спортсменов и поддержать их, так сказать, доказав, что Сосногорск – это территория чемпионов, территория золотых спортсменов. Первые бои в рамках турнира пройдут накануне в пятницу в спорткомплексе «Метеор». Здесь же уже 27 января состоится торжественное открытие. Наградят победителей и призеров также в субботу. Приходите и поддержите наших ребят. День снега
снега праздник относительно молодой. Впервые его провели последнее воскресенье января 2012 года. И сегодня его уже отмечают в 40 странах мира. Не исключение и наш северный город. Зимой снега в Сосногорске хоть отбавляй. А значит, и праздник традиционно отмечают с размахом. В этом году массовые гуляния прошли на лыжном стадионе Черемушки. Несмотря на по-настоящему зимний мороз, здесь собрались десятки горожан от мала до велика. Здесь собрались сегодня самые смелые, ловкие, умелые и самые морозоустойчивые. Конечно, сегодня с осторожностью все, потому что холодно, но ребята, те, которые здесь, и они заряжены позитивом, хорошим настроением, поэтому будем радовать. Открыли День снега в Сосногорске лыжники. Все желающие могли пройти дистанцию и побороться за победу в индивидуальной лыжной гонке под названием «Тур де Сосногорск». Как только все спортсмены финишировали и пока жюри подводило итоги забега, начались настоящие зимние забавы. Дети и взрослые перетягивали канат и соревновались, кто дальше закинет валенки. Раз, два, три! Мы сегодня всей семьей пришли болеть за Рената, но он у нас лыжник, участвует на соревнованиях первый раз. Очень рады празднику, нам очень весело. Пришел я с мамой и сестрой. Пришел, как узнал о празднике, я здесь занимаюсь лыжным спортом. Вот, сегодня стартовал. Впечатление отличное, весело было. Мы пришли с бабушкой, чтобы поиграть, покататься. Да, было весело. От легких конкурсов перешли к состязаниям посложнее. И вот уже самые смелые мальчишки и девчонки приступили к настоящему бою подушками. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и, конечно, изюминкой праздника стало катание на буране и в собачьих упряжках. Детвора буквально сразу облепила четвероногих извозчиков. Кто-то хотел просто погладить собак, кто-то уже занимал очередь на место в санях. От желающих прокатиться в упряжке отбоя не было. Молодцы! Хорошо! Пока гости праздника катались на лыжах, играли в различные зимние забавы и опробовали местные горки, судьи лыжного забега подвели итоги соревнований. Победителям и призерам лыжных гонок вручили грамоты и медали. Все остальные гости праздника получили сладкие призы. День снега, или как его по-другому называют, Международный день зимних видов спорта, в Сосногорском районе отметили очень шумно. Несмотря на 20-градусный мороз, 21 января снежный марафон поддержали в поселках Вайвош и Нижний Одес.